HD. YouTube сам себя не снимает. Что-то, в общем, движемся на Якутск, как обычно, последнюю неделю. Ну, тут красоты Забайкалья. Подъезжаем к Чите, в общем, до Читы. На километров в районе 200. Так особо без происшествий, в общем, прошли Култуки. Там видео поснимал, но оно что-то долго грузится, зависает там. Не знаю, зависло. Ну, короче, загружается. Тут интернета нету на ходу. Наверное, очень медленно просто получается. Вот такая солнечная погода. Минус у нас где-то 20. Ночью было там до 35 мороза. Ну да, сразу чувствуется 35, остекление большое на машине, все, печка горячая, все отлично дует, но так от остекления начинает. Вот Чита, 161 километр до Читы. Там будем на Роснефти заправляться и уходить уже 920, по-моему, километр и на Якутию. Там получается, что у нас сегодня пятница, наверное. 5-й день в пути. По Москве еще 5 утра. Здесь уже плюс 6 часов. В общем, нормально, давно расцвело. Так, более-менее дорожка тут. Но она как-то более-менее, потом резко заканчивается, какие-то трясуны, то просто бросили какой-то ремонт и все. В общем, так не расслабишься. В общем. Что мы проехали 6470, вот сейчас уже расход стал 36,5. Ну, горы добавили сразу Култук, плюс тут за Улан-Удэ там нормальных подъемчиков много. Новопавловский. Ну, вдоль, ну, возле Хилка тоже там горы. Ну, а сейчас, наверное, будем снижать чуть-чуть расход. Тут катишь. Как-то по долинам везде идет, небольшие подъемы попадаются. В целом, пока отдыхаем, сейчас после Читы начнется дорога там до Чернышевска. Прямо надо отдельно, может, заснять. Если днем, ну да, мы днем там будем ехать. Там прямо просто вот так вот все. Волны эти. И примерно это до Могочи. Это 560 километров от Читы. Ну а там дальше полегче. На Якутию свернем. Там вроде как она новый асфальт же, и уложили все. Посмотрим, в каком он состоянии. Я там не был, как бы, уже больше 10 лет. Мимо поворота-то мы ездили, но туда не заруливали еще. Обогнали пацанов дагестанских. Мы по Улан-Удэ подходили. Макс там с ними списался. Они Улан-Удэ только прошли и, говорят, будем на стоянку становиться. Ну, мы мимо проехали. Ну, не знаю, я сейчас иду медленно, в принципе. Но они, судя так, ну, может, поспали там часа 4-5, может, уже где-то догоняют. Все равно будем останавливаться, еще в душ пойдем там где-нибудь. На обед. Так что у нас темп упал уже. Тут все равно по горам уже 1500 не выдержишь. Ну, мы его, это просто так для ориентира. Мы-то не стремимся там эти 1500 проезжать. Едем как едется. То там встретились с кем-то, ля-ля тополя. То я вот сейчас с утра встал, но что-то ну вот совсем не едется, и все. Остановился, еще подремал так. Типа думал минут 15, получилось час. Ну, уже когда солнце встало, но как-то такое состояние, ну, нет бодрости. Все, уже, наверное, когда в темпе идешь, бензин кончился, как говорится. Ну, я как бы
не пытаюсь там перебарывать, а если что, остановился. Я как бы поспал, все, но все равно как-то чуть проехал там с часик, ну невозможно просто. Сейчас вроде как вот это остановился, машину посмотрел, а то еду по трассе, валяются какие-то запчасти. Там вроде объезжаю их там. У кого-то может ящик открылся или что, я не знаю. То там какая-то железка, то уголочек какой-то. Остановился, колеса посмотрел на всякий случай. По машине-то смотреть не надо, она пишет, если что. Датчики эти показывают, а прицеп, чтобы не размотать колеса, лучше почаще поглядывать. Ну, если вдруг так вот проезжаешь какую-то местность, где-то видел там камни, что-нибудь там острое что-то валялось. Вышел лишний раз, глянул, чтобы спокойно уже. Вон дымок. Деревушка какая-то, все трубы дымят. Так, вот ремонт, какой-то знак. Сбавляем. А, это объезд прямо. Ну, вот как меня учили. Горнячком. Тормоза не трогаем, ноги вообще вот просто стоят и все. Тут все кнопочками. Вспомнить круиз, убрать круиз. Тут плюс-минус, и вот горняком регулируете. Вот сейчас понизил передачу, она еще подсбавит сейчас. Ну, чуть тормозом фиксируем это. Ну, как придержал чуть-чуть. Покатились на горнячке, она все держит, сама никуда не девается. Ну, ремонт моста, вот мост. Что-то, правда, такие опоры. Новый мост, а опоры такие маленькие. Как-то сразу изначально слабовато выглядит. Все понамерзало. В общем, ну так, ремонт идет полным ходом. Там, вон, видите, как трубы дымятся. Вверх дым, ветра нету. Такая погода. Мороз и солнце, день чудесный. Тут же стекло не помоешь, омывайки все позамерзали. Вроде не замерзайка, но было минус 35, ее прихватило. Сейчас вот минус 23. Она вряд ли отойдет. Ну и тут тоже, чем надо омывайку, наверное, купить, залить в этот, ну, в опрыскиватель, омывайкой помыть. Водой сразу лед будет. Докладывать, что еще по обстановке. Расходы все сказал. Машина вообще в порядке, то есть утеплялку мы закрыли верхнюю часть, там где вот подушки, чуть-чуть открыли, чтобы проходила через радиатор на вискомуфту, на всякий пожарный, чтобы машина понимала, что происходит. И низ радиатора открытый еще. Но у нас вторая часть есть этой блестящая. Сейчас на Якутию, может, повернем, посмотрим, там если мороз будет, там больше 30, может, низ еще прикроем, оставим там щелку. В целом машина теплая, как бы не проблема, но вот остекление, оно как, ну, воздух теплый соприкасается, а от него охлаждается. И такое непонятно, не дует ниоткуда, ничего, но просто как гуляют такие потоки ветряные, такие как холодочек. Именно после 30 чувствуется уже. Ну тут машина, как бы климат у нее так устроен, что поставили, она всегда будет пытаться держать по датчику. Датчик, я так понимаю, вот здесь вот, где, ну, предупреждалка, вот это вот стоит, которая предупреждает газоанализатор, и там же, наверное, термометр климата. Она даже бывала, когда мороз там 42 был, включала автономный отопитель еще дополнительно, типа понимала, что не хватает.
на печку. Сама автоматически на ходу запускала эту жидкостную печку. Ну вот на круизе 80. Так и едем. Будем смотреть, что дальше будет. Ну, погода везде, никаких осадков, ничего не ожидается. В Якутии тоже, как Серж сказал, подметили уже потепление. И я даже когда ехал, тоже по Гесметьеву пробил там ночью где-то там 43, может. И все, для Якутии это как бы нормально. Оно, там перепады большие в течение дня, там может днем 20, ночью 40. То есть за день так. Ну, это где-то под утро, наверное. 50-60 нету, уже можно ехать. 50, наверное, будет в машине тяжко. Приедем, наверное, тогда с рейса. Если 50 захватим, опять будем подушки менять по гарантии. Тут же как бы нюансы этой гарантии. Вот я... Поставили они мне эти подушки, да, все, год гарантии, 12 месяцев на то, что сделали. Даже если у вас сама машина уже не на гарантии, но если что-то они делали, то от любой запчасти 12 месяцев идет. То есть там не надо было мне никого уговаривать, упрашивать. Они сами все понаменяли там в автоматическом режиме. Надо хоть так для информации, когда 12 месяцев пройдет, узнать, сколько эти подушки стоят. Ух, а тут через 12 месяцев, если поедем опять в мороз, придется уже за свои. Ну, уже кто-то писал, да, что на север все-таки подушки не выдерживают. Не знаю, может посмотреть какие-то неоригиналы, там кто-то делает какие-нибудь специально морозостойкие. По идее, что подушки всякие там на самой машине держат нормально, то есть видно резина какая-то не сильно устойчивая к морозу. Вот так вот. Ну, тут живописные места, конечно. Читинская область. Так. Ну, меня все обгоняют тут. Ну, я еду просто 80. А вот сейчас отпустил, покатился уже 90. А тут как-то поселок, нету дыма из трубы. Ни у одного дома почему-то. У них, наверное, центральное отопление какое-то. Ну и большой трубы нету дыма. Странно, там все дома с дымом, а тут все дома без дыма. Тут по встречной, потому что прыгуны поплавнее просто. Прыгун, когда со встречной, почему-то так, ну видно, набивается как бы амплитуда по одной колее. Это, наверное, поселок Лесной городок или что-то такое, я помню название такое интересное. А, не, есть дым. Это его просто сдалека не видно, все дымится. Просто тут, наверное, ветром продувает его. Так, ну что, параметры может рассказать, я не знаю, по машине. Какая у нас там средняя температура? Обзор. Вот средняя скорость у нас всего лишь 63 км в час. А средняя температура по трассе, как мы ехали, минус 15. Ну и дальше, в принципе, 36,5. От Блю вот 1,7 на 100 километров. Сейчас она замерзла. Мы ее долили в этом. Возле Байкальска, по-моему, на Роснефти, да. Залили почти полную.
все, она ее прихватила ночью 30 мороза. Она где-то оттаивает, где-то может градусов 16 минус есть, а у нее там свой подогрев, она расходует ее. Если мороз уже ниже, температура, то все, остановилась, никаких ошибок, потери мощности, ничего нет. Я даже ни разу не видел, как тут вообще чек горит или что-то еще. Уже 97, у нас 700 пробег общий. Как раз возле Якутска 100 тысяч будет. Запилю вам за 100 тысяч отчет. Такой будет короткий отчет. Что случилось? Ничего не случилось. А, это Албатуйский бор называется. Вот такие вот дела. Машин мало, тут сразу вообще движение такое. Катишь и катишь. Ну, единственное, что вот эти ямы, такое все неожиданно. Оно вроде вот сейчас отличная дорога, потом может раз там резко кончилось. Какой-то 1,5 метра что-то перекопано, и все, дальше опять нормально. Едешь, грубо говоря, залетаешь в это. Ну, если не внимательно. Ну, мосты лучше. На мостах лучше сбавлять, потому что, ну, 90% этого будете подпрыгивать. Вот тут эти обсуждают. Камера где-то висит. В общем, едем, ленивец на автомате что-то стоит. Ну, как скорость падает, он расслабляется до 30. Это я штурмовал, подъема не выключил. Ну, в принципе, он сам на скорости берет сколько надо. Просто когда на автомате стоит, лучше на весы не заезжать. А то вы заедете на весы, а он же на маленькой скорости подымется и вас на ведущую пробьет. Ну, такой нюанс, не забывать надо, что он на автомате, а лучше его включить вот так вот вниз. Оп. Все, теперь он, ну вот так вот, да, и он будет точно вниз, и даже если скорость низкая, он будет, ну, держать свое положенное. Ну, в общем, такой вот стояночки тут. Аккуратненько все. Ну вот с вами как раз и проехали. Было 161 до Читы, а теперь Чита 141. Все, ладно. Отчет сделал. Едем дальше, все в порядке. В общем, давайте, всем удачи на дорогах.